республиканского семинара учителей математики. Хочу напомнить, что это у нас с вами 9-е заседание, и мы реализуем некий план, который был озвучен в начале этого года календарного, января месяце. Сегодня слово будет предоставлено группе учителей математики из города Воркуты. Они представляют методическое объединение города Воркуты. Это прежде всего Эви Ростиславовна Курылева, учитель высшей категории школы номер 42 города Воркуты. Пахомова Вера Николаевна, учитель математики и астрономии высшей категории, школа номер 23 города Воркуты. И Светлана Сергеевна Курылева, тоже школа номер 23 города Воркуты, учитель математики высшей категории. Вот такой состав выступающих. Я так понимаю, что выступающие будут использовать презентации, и вы можете тематику соответствующих авторов увидеть по ходу их выступления. Я хочу единственное напомнить, что у нас с вами ведется запись, все материалы выкладываются, и если вам что-то покажется интересным, и по какой-то причине вы не могли присутствовать в какой-то момент или на всем заседании, или в какой-то момент, вы всегда можете эти материалы восстановить, посмотреть. Кроме того, все методические материалы, которые используются во время заседания, в том числе презентации, также выставляются на страничке семинара, и их вы тоже можете увидеть. И прежде чем я предоставлю слово нашим авторам, ведущим этого семинара, я хочу анонсировать следующее мероприятие. Оно состоится ровно через неделю, 17 февраля, в это же время, в 19:30, мы с вами назначаем неочередное заседание семинара учителей математики, и одновременно регионального республиканского методического объединения учителей математики, которое будет посвящено всероссийским проверочным работам 2022 года. Мы анонсируем это мероприятие заранее, поскольку оно не плановым является. Напомню, что мы договорились, что встречаемся один раз в 2 недели, но следующая встреча состоится ровно через неделю, повторяю, 17 февраля, 19:30. И я готов предоставить слово коллегам. Кто будет выступать первым? Пожалуйста, коллеги. Эви Ростиславовна будет начинать. Я немножко анонсирую. Выступать, как и было предложено, мы будем по порядку, который в плане. Сначала выступит Светлана Сергеевна с задачами по вероятности, потом я по 12 заданию и по 13 заданию Вера Николаевна. Во-первых, я приветствую собравшихся от имени всех математиков города Воркуты. Мы будем рады, если материалы, которые мы сегодня представим, будут вам полезны и для самих себя, и для работы с детьми при подготовке к ЕГЭ. Но я хотела бы обратить внимание, что материалы, которые мы сегодня представляем, они касаются не только подготовки к ЕГЭ, и их можно использовать и нужно, наверное, использовать во время преподавания математики как такового предмета.
Поэтому на первом месте все равно мы должны помнить, что у нас есть математика, предмет, который никто не отменял. Есть программа, и вот как скоординировать программу школьную с тематикой подготовки к ЕГЭ, в принципе, можно здесь сегодня будет увидеть. Но первое слово предоставляется Светлане Сергеевне. Это новый вид, частично новый, заданий на вероятность, но она об этом сама нам расскажет. Сейчас, Светлана Сергеевна, подключайтесь, пожалуйста. Коллеги, вот в правом верхнем углу есть двунаправленная стрелочка. Если вы на нее нажмете, то у вас презентация будет на полный экран выведена. Наверное, в таком режиме удобнее наблюдать за ходом семинара. Добрый вечер, коллеги. Я не вижу свою презентацию загруженную. А вот вверху в панели вы ударьте просто по кнопочке, где ваша презентация, она откроется. Все. Спасибо. Добрый вечер, коллеги, еще раз. КИЛ ЕГЭ 2022 года существенно поменялся по сравнению с тем, к чему мы привыкли. В первую очередь, это коснулось первой части экзаменационной работы. В пункте 10 спецификации прописаны изменения в КИМ, в частности добавлено, цитирую, задание 10, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятности и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. Согласно кодификатору требований, пункт 5.4, это задание проверяет сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат, владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятности, дерева вероятностей, исследования случайных величин по их распределению. Согласно кодификатору элементов содержания, пункт 6.3, это задание предполагает вычисление частот и вероятностей событий, вычисление вероятностей независимых событий, использование формулы сложения вероятностей, теоремы Бернулли, дерева вероятностей, диаграмм Эйлера. Так что же нас ждет в задании 10 повышенного уровня сложности, на выполнение которого отводится 8 минут для учащихся, которые изучают математику на профильном уровне, и до 15 минут для учащихся, которые работают на базе. Чтобы ответить на этот вопрос, я изучила демонстрационный вариант и самые, на мой взгляд, популярные сайты для подготовки к ЕГЭ, а также сборники для подготовки к ЕГЭ, это 36 и 50 тренировочных вариантов под редакцией Ивана Валерьевича Ященко. Демонстрационный вариант навел меня на мысль о том, что в задании 2 по теории вероятностей сконцентрирована задача на классическое определение вероятности и так называемая интервальная задача. А в задании 10 вывели задачи на теоремы сложения и умножения вероятности, дерево вероятности. Проштудировав перечисленные на слайде источники, я сделала подборку из 19 задач, с которыми раньше не сталкивалась. Признаюсь честно, что некоторые из них вызвали у меня серьезные затруднения. Поэтому, продолжая изучать различные источники, я наткнулась на замечательный вебинар Анны Малковой, где она очень интересно показала решение 6 задач из моего списка. Это такие задачи, как про игральную кость. Раньше просто бросали игральную кость, а сейчас бросает один или несколько раз. Стрелок стреляет по 5 одинаковым мишеням, тоже вроде знакомая задача, но немножко поменялся вопрос.
Задача о викторине, самая сложная, пожалуй, из тех, которые она рассказывала. О ней мы поговорим чуть позже. А также задача про ящик, в котором лежат различного цвета фломастеры. Не думаю, что она такая сложная. Задача встречается такая, где класс делят на несколько групп, но раньше было 2 подружки, сейчас появилось 3 подружки. И задача про круглый стол. Вот 5-я, 6-я, вообще все эти задачи есть в сборниках Ященко, и она на них ссылается, на этот сборник ссылается, поэтому и решила их разобрать. Помимо вот перечисленных задач, которые я увидела у Анны Малковой, в задании 10 также появилась задача на теорию вероятности, которая проявляется, на условную вероятность, которая появляется при вычислении вероятности произведения событий в случае, если они зависимы. Это задачи такого типа. Первый игральный кубик обычный, а на грани второго кубика нет четных чисел. А нечетные числа 1, 3 и 5 встречаются по 2 раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросает 2 раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 3 и 5 очков. Какова вероятность того, что бросили второй кубик? Откуда появляется условная вероятность? В данном случае у нас условная вероятность получается тогда в случае, если мы бросили второй кубик при условии, что выпало 3 и 5 очков. Краткое решение этой задачи вы видите на слайде. И также еще появилась одна задача. В принципе, она нам знакома. Это задача про пациентов, которые приходят в поликлинику, и у них берут анализы, или как в данном случае проводят, что актуально, ПЦР-тест. Нам, опять же, текст вроде не поменялся, поменялся вопрос. Тест оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет заболевание? То есть снова появляется условие. Нужно вычислить вероятность того, что пациент имеет заболевание при условии положительного теста. Задача решается, начало задачи мы решаем с помощью дерева вероятности, я его здесь не указала. Ну, затем мы вычисляем вероятность нужного нам события. Также в задании номер 10 появилось задание на схему Бернулли, которую вы видите на теорему Бернулли, которую вы видите на слайде. Это задача довольно-таки несложная. Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события выпадет ровно 5 орлов, больше вероятности события выпадет ровно 4 орла. Понятно, что вероятности выпадания орла и решка одинаковые, равны 0,5. И, соответственно, дальше вычисляется вероятность того, что при 10-кратном бросании орел выпадет ровно 5 раз, орел выпадет ровно 4 раза, и находим отношение этих вероятностей. Задача несложная, но теорему Бернулли нужно знать. Ну, а теперь, как я и обещала, обратимся к задачам о викторине. Если вы посмотрите, или, может быть, даже смотрели вебинар Анны Малковой, то она нам решает задачу, представленную на слайде. Я тоже столкнулась сначала именно с ним, и решения у нас с Анной Малковой оказались очень похожи. Распределили 6 участников по силам, соответственно, пронумеровали их от 1 до 6. Дальше составили все возможные варианты
каком случае, то есть команда А, получается, может стоять либо на 4-м, так как выиграла первые 3 игры, либо на 5-м, либо на 6-м месте. Вот дальше составили все возможные варианты, в каком случае команда А выиграет в 4-м раунде. И рассмотрели 3 ситуации. Если А 4 по силе, если А 5 по силе и А 6 по силе. Вроде бы все прозрачно, все хорошо, но начиная решать аналогичную задачу, где количество игроков чуть побольше, а количество раундов чуть поменьше, я столкнулась с тем, что перебор вариантов фактически невозможно, ну, как минимум, очень время затратит. Поэтому начала искать, опять же, дослушав вебинар, досмотрев вебинар Анны Малковой, она там предложила авторское решение Инны Фельдман, которое менее времязатратно и может быть даже более прозрачно. Оба решения можно, на мой взгляд, показать сильным ученикам, но для тех, чьим пределом является решение лишь первой части экзаменационной работы, можно дать просто формулу. Если команда выиграла n раундов, то вероятность выиграть в n плюс первом раунде вычисляется по следующей формуле. В принципе, задача узнаваема, а формула довольно-таки простая. Следующая нестандартная задача, которая мне попалась, это задача о последовательности или о случайном блуждании. Сильным ученикам можно также показать решение этой задачи, а про тех учеников, которых я озвучила чуть выше, тем ученикам можно предложить запомнить формулу. Единственное, что эта формула работает, когда вероятность, данная в задаче, больше половины, то есть больше 1/2, но не меньше, чем единицы. Этих задач много в сборнике Ященко, 50 тренировочных вариантов. Задача встречается порядка в 5 вариантах. Вот, и вероятность там везде больше половины, поэтому формула работает. И, наконец, 2 задачи, с которыми я воевала на протяжении 2 недель. Это задача о турнире. Их 2 типа. В первом типе, первый тип задач – это задачи, в которых количество игроков является степенью двойки. То есть вот на представленном слайде здесь участвует в турнире 8 игроков. Второй тип задач – это те задачи, в которых на некотором шаге количество игроков становится нечетным, поэтому появляется дополнительное условие. Решение этих задач невозможно отобразить на слайде, так как оно очень громоздко, и вообще вот решению новых задач нужно, наверное, посвящать вот именно практикумы, где только решать их. Поэтому я с точки зрения методики только могу предложить, что сначала здесь с детьми лучше разобрать задачу, где первого типа 8, где 8 игроков. Потом разобрать с детьми задачу второго типа, где 5 игроков. Затем разобрать задачу, где 10 игроков. А потом, если дети все поймут, то дальше количество игроков уже не имеет значения. Именно так я и работала с этими задачами, когда пропускала их через себя. Для того, чтобы, может поделиться своими наработками, я сделала папку, которая называется «Теория вероятности», в которую включила следующие файлы.
Первое – это задачник, содержащий более 220 задач с ответами. Туда я занесла все задачи, которые мне встретились, включая задачи из сборника Ященко, новые задачи, старые задачи, по 5 вариантов каждого типа, то есть на отработку. Дальше в эту папку я включила справочные материалы, которые разработала. Мы начинаем с ними работать с 8 где-то класса, но там уже я их постепенно дорабатываю. Вот то, что у меня на данный момент получилось, я включила в эту папку. Также там файлик с новыми задачами, вот с 19 задачами, о которых я говорила, и решение новых задач, начиная с 7. Почему с 7? Потому что первые 6 задач разобраны на вебинаре Анны Малковой. Очень замечательно, очень здорово. Я слушала, просто получала огромное удовольствие. И ссылочку на этот вебинар я также вставила в эту папку. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Может, у кого-то есть вопросы? Нет, да? Ну, материалы презентации вы видите, вы его скачаете в материалах. Я еще хочу добавить, спасибо большое за ссылку, следующее. Буквально вчера был вебинар издательства «Легион». Колобухов Сергей Юрьевич выступал именно вот по этим новым заданиям. В его семинаре, в его вебинаре рассмотрены различные способы. Сделано Светланой Сергеевной, конечно, титанический труд. Большое спасибо ей за это. Я хочу еще следующее сказать, что, как вы все слышали, решение этих задач, оно требует оно не сиюминутно. То есть с этим вопросом нужно еще работать самим. Чтобы чему-то учить, своих учеников надо самим учиться. Вот, значит, про вебинар Малковой сказали, издательство «Легион» сказала. Есть еще по новым задачам Трушкин из Фоксфорда выступает, у него канал на Ютубе. И на Фоксфорде, кому интересно, есть большие недорогие курсы по теории вероятности комбинаторики. Поэтому в этом плане для самообразования вы можете, конечно, продолжить обучение в этом, особенно кто на следующий год претендует. Ну и мое личное мнение, что все-таки, наверное, вот эти задачи, небольшая доля вероятности, как мы говорим о вероятности, что их включат все-таки, это первый год, такая перестановка. Будем надеяться, что вот такие вот очень сложные институтские задачи, если честно говорить, не будут включены. Спасибо большое. Значит, по вебинарам я назвала, какие можно обратиться в этом плане себя самообразовывать. Спасибо большое. Сейчас, наверное, я со своим вопросом. Значит, по отбору корней. Меня слышно, да? Плюсики поставьте, пожалуйста. Значит, как я уже в начале семинара говорила, что вот все вопросы, которые мы сегодня рассматриваем, они так или иначе напрямую связаны с преподаванием математики. И те вопросы, которые рассмотрела и затронула сегодня Светлана Сергеевна, их можно рассматривать уже в курсе математики 10-11 класса, добавлять и изучать. Поэтому здесь расширяется, так сказать, поле деятельности на уроках. И, конечно, дополнительные занятия для подготовки к экзаменам. Я дальше продолжу. Тема моя – отбор корней при решении тригонометрических уравнений.
Задача образования определяется тем, что для поступательного движения общества важным является формирование новых качеств личности, способной к мировоззренческому выбору и компетентному действию. Цель современного образования – воспитание личности, способность к самоопределению, самообразованию и самовоспитанию. Поэтому поиск средств для развития познавательных и творческих способностей в процессе обучения математики является актуальным. Целями математической подготовки в средней школе является развитие логического мышления учащихся, интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе. Одним из средств достижения указанных целей выступает систематизация знаний. Она освобождает от необходимости запоминать материал как сумму частных, не связанных между собой сведений и фактов, поскольку группирует их в более крупные единицы, которые легче удерживать в памяти и воспроизвести в нужных случаях. Вместе с тем, на данный момент проблема систематизации и обобщения не занимает в обучении центрального места, а является только элементом заключительного повторения в конце учебного года и выпускных классов. Главная цель при подготовке к ЕГЭ – это систематизировать и углубить знания по математике. Основные направления в этой работе – это совершенствование учащихся навыка самостоятельного решения задач, развитие логического мышления, формирование у школьников познавательного интереса к математике, а также умение правильно излагать свои мысли и доводы, выработку у школьников умения концентрироваться и продуктивно работать в условиях экзамена. Невозможно качественно построить подготовку к ЕГЭ, опираясь только на задания к ЕГЭ, так как в ряде случаев нарушается логика и целостность повторения при изучении темы. Хорошим подспорьем при организации работки по выработке учащихся навыков систематизации и обобщения полученных знаний являются таблицы. В них можно наглядно увидеть связь между изученными понятиями и методами решений, как по вертикали, так и по горизонтали, и увидеть целостную картину изучения курса алгебры и начала анализа старшей школы, так как вся информация ограничена форматом одного листа. В таблице представлена, которую вы видите на экране, представлена логика построения повторения через систематизацию обобщения курса алгебры начала анализа. Эту таблицу целесообразно вообще хорошо вводить уже на начальном этапе в 10 классе при начале изучения математики 10 класса, чтобы дети уже сразу выделили целостность и красоту математики. Если объединить темы логарифмические уравнения показательные, логарифмические уравнения по горизонтали, то результатом может быть таблица, которой я пользуюсь уже очень много лет. И я периодически возвращаю детей к этой таблице. Эта таблица еще была составлена, когда я работала по учебнику Колмогорова, и там тригонометрические уравнения давались сначала тригонометрические, все их виды, а потом показательные и логарифмические. И мы с вами видим как раз и горизонталь, и вертикаль. И когда мы изучаем какой-либо вид уравнений, они нам не кажутся разными. Можно к этой таблице возвращаешься и показываешь, что схема решения любого из этих уравнений, она одинаковая, что для тригонометрических, показательных или логарифмических уравнений. Один из способов и систематизации является отбор корней при решении тригонометрических уравнений. Почему я включила вот такое небольшое предисловие? Вообще отбор корней я посмотрела по разным учебникам 10-11 класса. Он как-то везде разбросан.
И все эти методы, общие методы, у ребенка, в принципе, в голове не укладываются, не собранные, так сказать, в один кейс. Поэтому на своих занятиях я всегда уделяю один урок, обязательно одно занятие при подготовке к ЕГЭ для обобщения всех способов отбора корней, которые возможны. Ребенок затем сам определяет метод, по которому он будет отбирать эти уравнения. При решении уравнений возникают ситуации, когда есть ограничения, либо ОДЗ уравнения, либо дополнительные условия, обозначенные в задании. Например, в данном уравнении у нас есть ограничение по косинусу. Косинус должен быть строго больше нуля, потому что он стоит под знаком корня и по области определения функции тангенса. Косинус отличен от нуля, поэтому строгое неравенство. Еще примеры. Это пример из ЕГЭ, где дополнительные условия – это отбор корней, входящих в данные, принадлежащих данному отрезку от π 5π на 2 пополам до 4π. Вот такие ограничения у нас могут быть. Основные 4 способа отбора корней – это арифметический, алгебраический, геометрический, функционально-графический способ. Наиболее четко они представлены у Прокофьева и Корянова еще в далеком 11-12 годах. Они выпустили такую небольшую методичку, и там вот именно четко так вот сконцентрировали все это, и с ними можно работать, с этими. В принципе, на основе этого и была, до сих пор работаем. Итак, арифметический способ включает, я вернусь, 2 возможных случая. Это непосредственная подстановка полученных корней в уравнении и перебор целочисленного параметра. Я в своей презентации более подробно остановилась на тех, которых в основном работают дети, и которые мы в основном используем при подготовке к экзаменам. Арифметически непосредственная подстановка. Вот такой пример. Найдите корни уравнения синус 3х равен единице. Условие косинус х больше либо равен нуля. При решении уравнения мы получаем корни. И как проверить? Непосредственно подставляем условие косинус х больше либо равен нулю. Затем мы видим, что значение 0,1,2 для параметра n рассчитывается, определяется знак и делается вывод о корнях. Это вот первый способ, непосредственно удовлетворяющий уравнение. Перебор целочисленного параметра и вычисление корней. Вот этот пример, этот способ дети достаточно часто используют. Вообще следующие все примеры я рассматривала на одном уравнении. 6 косинус в квадрате х минус 7 косинус х минус 5. Укажите корни, принадлежащие промежутку от минус π до 2π. Больше я там ничего не использовала, то есть показала, как работает каждый способ на данном уравнении и на данном промежутке. Ну, если мы решим уравнение, оно сводится к квадратному, значение косинуса х равно 5 третьим и равен 5 третьим и 1/2. Косинус 5 третьих не удовлетворяет условие, что косинус у нас по модулю не превосходит единицы, поэтому мы получаем корни при косинус х из уравнения косинус х равен 1/2. Еще раз обращаю ваше внимание, моя цель не решение, а отбор корней, поэтому я сразу даю корни. Итак, мы должны отобрать корни, и что мы делаем? Перебор принадлежащих. То есть мы берем первую серию решений и при каждом значении n подставляем и определяем. Я своих детей учу всегда начинать с нуля, чтобы не потеряться, серединку целых чисел. И
подставляем 1 минус 1, 2 минус 2. И здесь обязательно нужно помнить, чтобы корень, который получался, мы считаем до тех пор, пока у нас не выполняется условие. Должен быть один корень перед входящим и один корень после входящего в данный промежуток. Вот это все проверили, подставили. Здесь нужно, конечно, очень строго следить, потому что, как я покажу позднее, за то, что не дорешали, как я называю, недолет и перелет, за это снимали баллы. И мы выбираем те корни, которые принадлежат нашему промежутку, и выносим их в ответ. Это вот первый отбор корней. Теперь решение неравенства. Вот вообще я его очень люблю, потому что, в принципе, самый надежный, на мой взгляд. Я уже говорила, когда в свое время, когда полтора года назад проходил в Москве не форум, форум математиков, и выступал там Семенов, он тоже сказал, что все-таки нужно. Но мне больше нравится отбор корней через неравенство, более надежный. Итак, наши решения должны войти в промежуток в отрезок от минус π до 2π, и мы составляем двойное неравенство. Ну, я здесь показала, как я детей учу. Во-первых, сразу избавляюсь от π, и я сразу учу детей домножить на общий знаменатель, чтобы получить неравенство в целых числах, целые коэффициенты и меньше вероятность ошибок. Я смотрела, многие решения работают с дробями. Вероятность, сегодня мы к ней возвращаемся, иметь ошибки в этом минус 1 и минус 2/3 это еще хорошо, 2 минус 2/3 это уже вероятность. А если взять и знаменатели, такие не очень удобные, здесь вероятность совершить ошибку возрастает. Поэтому домножили на общий знаменатель и решаем. И находим. Здесь по поводу оформления сразу мы должны указать, что n у нас целое число. Почему мы берем из этого промежутка только n равное нулю? Потому что только одно целое число входит в данный промежуток. И аналогично мы просматриваем второй корень. Как вы видите, то же самое я избавляюсь от знаменателя и ухожу к целым коэффициентам. И опять-таки нужно не забывать прописывать, что n целое число. Поэтому при этом отборе. Поэтому из этого интервала мы берем только целое число. И обязательно здесь показывается просчитывание. Это вот алгебраически через перебор. И записываем итоговый ответ А и Б уравнения. Второй способ, алгебраический способ, это исследование уравнений с двумя целочисленными параметрами. Вообще решается это с помощью диофантовых уравнений. Я привела два решения. В свое время, в 2015 году, у меня была девочка, которая провела исследовательскую работу и отбор корней, умная очень девочка, отбор корней, она отбирала корни через диофантовое уравнение. Я здесь не останавливаюсь. Еще раз сделаю ссылку на работу Корянова и Прокофьева по этим заданиям. Там этот метод рассматривается. В принципе, ничего здесь сложного в нем нет. Как она когда-то сказала, Айгуль, это один раз научиться, и дальше ей очень нравилось этим методом решать. Вот. Через диофантовые, через целочисленные параметры. Следующий способ, геометрический, это изображение корней на тригонометрической окружности с отбором, с последующим отбором, с учетом имеющихся ограничений. Значит, что здесь? Мы взяли наше решение, и на окружности мы
Я прошу прощения за нарисованное, но как мы не научилась я еще рисовать улитку в вордовских документах, поэтому вот так вот. И мы видим здесь вот этот отрезок от минус π до 2π, у нас получается улитка, косинус равен минус 1/2, отмечаем корни. X, ну вот я так учу детей, как меня однажды научили. Так вот я вот и пишу. И справа прописываю все решения. В этом случае нет загромождения чертежа, все четко и ясно указано. Вот такое. Конечно, здесь нужно очень четкое умение и владение учениками, умение читать окружность. Здесь это нужно отрабатывать. У Мартковича, вот у него же там очень много, начало 10 класса, у него очень много заданий на окружность, там это немножко полегче воспринимается, и дети при таком подходе, они полегче воспринимают и умеют быстрее ориентироваться. Поэтому если вот окружность от 0 до 2π или там от минус 2π до 0, вот, короче, промежуток от минус 2π до 2π, там дети, в принципе, мало делают ошибок. А вот если взять минус есть 15π вторых и там до 3π на 2, то там, конечно, дети и улитку могут не увидеть. Поэтому здесь вот если я учу детей, если вы видите, что у вас получается улитка, уйдите на двойное неравенство. Не мучайте ни себя, ни проверяющих вашим чертежом. Если, конечно, вот это же самое решение, взять отрезок от минус π до π на 2, здесь все очень красиво, все на одном повороте, все указано, и мучиться с двойным неравенством, делать отбор корней через решение двух неравенств, конечно, нецелесообразно и нерационально. Но когда, вот еще раз повторяю, когда улитка, дети это видят, кто решает эти уравнения, подходит к ним, они рекомендую настоять. Или, в конце концов, решили, проверьте себя неравенство. Это нужно делать. Геометрический способ есть еще один. Мы его реже используем в своей работе. Это отбор корней с помощью координатной прямой. Причем здесь нужно указать этот отрезок на координатной прямой. И я здесь вот не привожу, но вообще, как и в предыдущем на окружности, мы должны прописать, как мы получили 4π третьих. Мы, ну, еще 2π и минус 2π третьих там не обязательно, а другие обязательно к требованию оформления мы должны прописать, как на окружности x равно π плюс π третьих посчитать, как мы это получили. Этот метод и это оформление обязательно используется. Или прописать, что вы через k находите и через n находите, подставлять корни. То есть, в принципе, для оформления нужно еще какие-то выкладки и обоснования должны быть. И мы видим те же самые корни, что и при предыдущем. Вот это геометрический способ, это окружность и это прямая. Причем я обращаю ваше внимание, что еще раз обострю ваше внимание, так сказать, акцентирую ваше внимание, что когда мы чертим окружность, никаких обозначений для координатных прямых x, y не надо ничего прописывать. Не надо лучше во избежание проблем. Вот я учу ни косинусов, ни синусов, ничего не пишите. Вот. И четвертый – это функционально-графический способ отбора корней. У меня только вот один был ученик, сейчас он уже закончил университет, Ивановский энергетический. Это вот его был конек, и на экзамене он все отборы корней делал с помощью графиков. Он их прекрасно сжимал, разжимал, чертил, а в основном, конечно, дети к нему прибегают крайне редко. И, в принципе, он входит только в основном в программу. Опять-таки, здесь нужно при оформлении этих указывать
правильно должен быть построен график, должны быть указаны прямая, которую пересекает данный график, вернее, прямая, пересекающая график, выделен отрезок, который рассматривается, и определены, просчитаны корни, которые входят в данный отрезок. Все это должно быть указано на чертежи при оформлении этих заданий. Вот 4 основных способа решения отбора корней. Конечно, мы пользуемся далеко не всеми, но опять-таки, если вы вот это систематизируете, одно занятие, простите, покажете все эти способы, то, я думаю, и эта практика показывает, у ребенка более осознанно определиться, почему он выбирает метод отбора корней при решении тригонометрических уравнений. Именно этот метод, почему он именно с ним работает. И все-таки более целостное понятие о методах решения таких вопросов в математике, оно у детей укладывается. Опять-таки, математика не остается пустым звуком в голове учащегося. Теперь, готовясь к математике, я к этому вопросу уже давно я слежу за этими вопросами отбора корней по методическим рекомендациям об ошибках, которые были сделаны на основе анализа. Что можно сказать? Что по итогам 2021 года отбор корней с помощью числовой окружности не представляет, пишут в методических рекомендациях, не представляет трудностей. Если участник понимает, где на окружности находятся данные им серии решений и отрезок, дуга, на котором лежат корни. При отборе корней с помощью тригонометрических окружностей на ней должны быть указаны начало и конец дуги, отмеченные и подписаны на окружности, выделение любым способом рассматриваемой дуги, корни, отмеченные и подписаны на окружности, принадлежащие этой дуге. При этом на дуге могут быть отмечены дополнительные точки, принадлежащие данной дуге. Вероятно, именно в пункте Б и содержалась основная трудность задачи, которая была в этом году тригонометрических, потому что 14% решавших эту задачу, 14 решали эту задачу, меньше половины справились с отбором корней. То есть больше 50% не полетели именно на отборе корней. Казалось бы, вот такая вот несложная задача, нам всем знакомая, но больше 50% летят именно на отборе корней. Вот интересные факты исследований. По предлагаемым методическим материалам, которые в этом году предлагаются для председателей, членов предметной комиссии, что здесь говорится по этому вопросу? Ну, критерии проверки заданий 12, в принципе, остаются те же самыми, что и предыдущие года. Приводится демонстрационный вариант решения с отбором корней. И я напоминаю, что здесь представлены ответы. Это вот краткое решение для экспертов. У ученика, как я уже говорила, сегодня должны быть все прописано и все разложено по полочкам, откуда какой корень. Комментарий к этому. Множество корней, вот уравнений может быть записан по-другому. Отбор корней может быть произведен любым способом. Графика, решение двойных неравенств и тому подобное.
При отборе корней с помощью числовой тригонометрической окружности на числовой окружности должны быть отмечены и обозначены концы числового промежутка, выделена дуга, отмечены и обозначены корни, принадлежащие данному отрезку. На окружности могут быть отмечены вспомогательные числа. То есть требования к оформлению числовой окружности при отборе корней остались те же самыми. Ну, я приведу несколько заданий, которые предлагаются. И вы посмотрите, вот здесь представлен отбор корней с помощью двойного неравенства, ставится 2 балла. Здесь, как мы видим, через просчитывание целых значений n, параметра n. И смотрите, отбор корней нельзя назвать обоснованным, так как перебор остановлен на корне, принадлежащем отрезку. То есть не найден корень, который перелетает данный, перелет не отмечен, и летит 1 балл. Вот это, на этом можно. Вот еще один пример. Здесь, как вы видите, все-таки вообще 0 баллов ставится за b, и плюс ко всему указано, который не является корнем. Дальше представлено вот здесь 2 решения одного и того же 1 балл. Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется 1 балл. Вот такое вот решение неравенства есть. Вот еще то же самое неравенство решено. И как ребенок пишем, рассмотрим на единичной окружности данный отрезок и корни. И корни π на 6 плюс 2πn все отмечается. И здесь ставится за это 1 балл. И что типичный пример выполнения на 1 балл задания, решения и все прочее. Вот это я представляю, это вот в этом году медалистка у меня сдавала ЕГЭ, вот она так оформила. И 2 балла. И еще один ребенок, который сдавал, это вот они мне присылали сканы. И вот такое оформление тоже на 2 балла. Ну, в принципе, у меня все по вопросу. Я еще раз благодарю вас за внимание. Надеюсь, материал был полезен и будет полезен. В принципе, этой презентацией можно воспользоваться для детям на занятии. Уделить этому внимание и рассмотреть все вопросы. Кроме того, еще раз обращаю ваше внимание, что при решении, вот при отработке, еще раз отработка на корней. Может быть, кто из детей у вас плохо отбирает корни, чертит окружность, может быть, оно и нужно окружность порисовать. Следующим выступающим у нас будет Вера Николаевна Пахомова. Она обратит внимание ваше на... Сейчас я ее верну. Тема. Это 14-е задание, как она дает эту тему у себя. Вера Николаевна, подключайтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Ну, тема моего доклада сегодня – применение метода координат в решении задач по стереометрии. В данном выступлении я представляю свой опыт, поэтому мне будут очень важны ваши отклики, замечания, какие-то пожелания и, возможно, вопросы. Метод координат – это один из способов решения геометрических задач, но в программе у нас в учебном плане, в КТП, обычно отводится незаслуженно мало времени, на мой взгляд, для изучения этого метода.
тем не менее очень действенен в решениях задач по стереометрии, в которых требуется найти углы между какими-то объектами или расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми и так далее. В УМК геометрия 10-11 класс Атанасяна метод координат представлен вот в таком виде. То есть два параграфа, координаты точки, координаты вектора и скалярное произведение векторов. Ну вот под звездочкой здесь вы можете увидеть пункт уравнения плоскости. Здесь авторы делают акцент на том, что плоскость задается линейным уравнением в ПДСК, и что коэффициенты при переменных – это координаты вектора нормального к плоскости. Также тут еще выводится формула расстояния точки до плоскости. Изучение метода координат я начинаю, конечно же, с изучения темы векторы. Если в 9 классе этой теме вот, векторы в планиметрии уделялось достаточно много внимания, то в 10-11 классе в принципе, тема векторов в пространстве проходится легко, потому что там очень много, ну, вы сами понимаете, надо много общего. Вводится только еще дополнительно понятие компланарных векторов, да, и разложение уже идет в пространстве вектора по 3 некомпланарным векторам. Сейчас я тут немножко сориентируюсь с переключением. Угу. Так, ну вот метод координат в пространстве. Я вам представляю свое календарно-тематическое планирование. Общее количество часов 18, да, ну так вот у нас есть в КТП в профильных классах. 6 часов в неделю математики. Опираясь именно на это количество часов, вот таким образом я распределила темы поурочно в этом КТП. Ну, начнем с системы координат, координаты точки. Систему координат я ввожу, начиная с 3 взаимно-перпендикулярных прямых, пересекающихся в одной точке. Ну, традиционно обозначаем их буквами x, y, z, ось абсцисс, ось ординат и ось аппликат. Затем ввожу сразу координатные векторы, которые определяют положительное направление на этих осях. И задают единичные отрезки на этих прямых. Введя координатные векторы, ну, то есть в системе координат что у нас должно быть? Оси, ну, начало отсчета, оси координат, единичные отрезки на этих осях. Ну и направление, само собой, положительное. Теперь можно вводить понятие координаты точки. Начинаю я с координат точек, лежащих на осях. То есть объясняю детям, да, что в отрезок ОА вектор И укладывается последовательно А1. Поэтому точка А имеет координаты А00. Аналогично вводим координаты точек на остальных осях. Теперь, опираясь на эти данные, определяем координаты точек, лежащих в координатных плоскостях. То есть проводим прямые параллельно осям, например, через точки А и С. Появляется точка D, и вот видна связь ее координат с координатами точек А и С, например. Также в остальных координатных плоскостях. И теперь, чтобы ввести общее понятие координат точек, достраиваем данную конструкцию до прямоугольного параллелепипеда. Получаем точку М с координатами А, Б, С. Такой подход очень помогает детям впоследствии определять координаты точек. Кроме того, я говорю им о том, что если точка не лежит в плоскости x, y, то сначала удобнее находить координаты ее проекции на эту плоскость. Поэтому в последующем, когда мы уже с прямоугольными параллелепипедами имеем дело или с какими-то другими фигурами, то мы обязательно внизу делаем еще вот такой рисуночек, вычерчиваем плоскость x, y. Во-первых, детям привычнее с такой системой координат работать. Вот. И это очень здорово им помогает ориентироваться в рисунке. То есть находим координату проекции точки М, координаты А, Б, 0. А потом уже получается, что у точки М абсциссы и ординаты точно такие же, а длина отрезка МЕ это будет координата С. То есть аппликат.
После того, как мы ввели систему координат, научились немножечко, да, определять координаты точек, вот на это упражнение в учебнике есть, я сразу же начинаю введение системы координат для различных геометрических фигур. Ну, в первую очередь я преследую какую цель? Чтобы детям было понятно, для чего мы вообще изучаем метод координат. То есть вот в том же экзамене или в каких-то других задачах дана геометрическая фигура, даны какие-то ее характеристики, и надо там найти углы, расстояния или еще что-то. То при чем здесь вообще метод координат? Вот, то есть я нацелю их на то, что для любой геометрической фигуры систему координат мы можем ввести сами. Ну, тут я несколько примеров привожу. Прямоугольный параллелепипед, куб – это самые удобные фигуры для введения системы координат. В зависимости от того, что требуется найти, мы можем систему координат выбрать, вот, например, точку D взять за начало координат. Чаще всего ребята так и делают, так им понятней. Но иногда бывает, мы выбираем его таким образом. Ну, то есть все зависит от того, какие точки будут участвовать в ответе на вопрос задачи. Так, ну, еще привожу пример, если у нас, например, пирамида. Ну, вот правильная треугольная пирамида. Значит, я учу их вычерчивать основание пирамиды отдельно, находить сначала в основании перпендикулярные прямые, так появляются оси x и y, и появляется начало координат. А затем уже ось z, ось аппликат, перерисовать сюда несложно. Вот, шестиугольная пирамида правильная тоже. Здесь, кстати, очень удобно повторить свойство правильного шестиугольника, что его малая диагональ перпендикулярна стороне. Вот. Иногда бывает удобнее начало координат поместить в точку О, то есть тут уже исходит из условия задачи. Но в первую очередь, вот я даю детям фигуру, они вводят систему координат сначала вместе со мной, потом набираются опыт и делают это уже сами. И я, например, первое задание это даю им вычислить координаты вершин многогранника, а потом куда-нибудь на ребро или на грань ставлю точку, которая делит в определенном отношении, ребро, например, и надо будет вычислить еще ее координаты. Такие упражнения выполняем. После того, как научились вводить систему координат и вычислять в ней, находить в ней координаты точек, мы переходим к координатам вектора. Простейшие задачи в координатах, скалярное произведение векторов, все это созвучно координатам векторов в планиметрии. Ну, здесь вам покажу. Для детей делаю вот такую памятку, в которой основные формулы. С обратной стороны памятки они уже сами записывают то, что им дополнительно требуется. Ну, как правило, они туда пишут вот формулу расстояния от точки до плоскости. Записывают, как пишется уравнение плоскости. Ну, в принципе, все, наверное. Ну, может быть, вот эти слова для введения системы координат, то есть, чтобы ничего не упустить. Так. Следующая тема, это мы уже стремимся к вычислению углов между прямыми координатным методом, поэтому мы начинаем говорить о векторе, направляющем векторе прямой. Сначала даю определение. Вот. Ну и чаще всего за направляющий вектор прямой АБ мы принимаем вектор АБ, ну или БА. А затем рассматриваем, как связаны угол между прямыми с углом между их направляющими векторами. Ну, здесь у меня прямые получились пересекающиеся, но это не обязательно. Мы в случае скрещивающихся тоже рассматриваем. Так, выясняем с ребятами, что угол между прямыми альфа, да, может быть либо равен углу между векторами, как в случае с векторами А и Б, либо смежным этому углу. И отсюда появляется такое соотношение, что косинус угла между прямыми равен модулю косинуса между их направляющими векторами. То есть для того, чтобы найти угол между прямыми, можно найти координаты направляющих векторов, с помощью скалярного произведения вычислить косинус угла между этими векторами и получить косинус угла между прямыми. Ну вот, представлю вашему вниманию такую задачу. Дан куб с ребром 3, равным 3. Точки F и K являются серединой ребер CC1 и AD. И вот в пункте А надо доказать, что прямые BF и B1K перпендикулярны.
как здесь будет работать метод координат. Сначала вводим систему координат. Ну, вот тут я использую такой способ введения системы координат. Вот тут, кстати, мне и нужны, наверное, ваши советы, может быть, замечания. Достаточно ли полное это описание? Ну, мои ученики, выпускники применяют метод координат на ЕГЭ. Эксперты принимают такое решение. Но, может быть, можно как-то что-то дополнить или уточнить. Как мы вводим систему координат? Начало отсчета, точка, вот в данном случае это точка B, да, точка, у которой координаты 3 нуля. Затем векторы и ЖК сонаправлены, да, каким вектором на нашем рисунке. И вот последнюю запись мы используем для того, чтобы измерения в задаче совпадали с единичными отрезками нашей системы координат. Вот этот рисуночек для плоскости x, y я поместила вверх, просто у меня на слайде тут внизу не помещалось. Так, после того, как система координат введена, мы находим координаты наших точек, то есть тех точек, которые нам нужны. Это точки B, F и B1 и K. Вычисляем. Затем находим координаты направляющих векторов для наших прямых. И так как здесь надо доказать перпендикулярность прямых, то для этих двух векторов достаточно найти их скалярное произведение. Вот оно оказывается равным нулю. Значит, векторы перпендикулярны, значит, прямые тоже перпендикулярны. Так. Ну, а если случай нужен, когда просто вычислить угол между скрещивающимися прямыми, тогда мы вычисляем скалярное произведение. Ну, там по памятке у меня написано. Длина векторов, подставляем формулу и находим. Следующим пунктом в моем КТП это являются определители второго и третьего порядка. Первый вопрос, который мне задают, это сразу, принимают ли на ЕГЭ решение задач с помощью определителей. Ну, скажу, что принимают. Я надеюсь, что тут среди слушателей есть участники, эксперты по проверке работ ЕГЭ. Они нам подскажут, может быть, еще что-то. Ну, что я могу сказать в защиту свою? Конечно, определители мне нужны для того, чтобы составлять уравнение плоскости. Конечно, уравнение плоскости можно составлять без определителей, другим способом. Но вот опыт моей работы показывает, что, например, подставлять координаты 3 точек в общее уравнение плоскости и потом решать систему уравнений, оказывается для учеников более сложным, чем составить уравнение плоскости с помощью определителя. Затем вторая цель, которую я преследую. Во-первых, в 10 классе я своих учеников ориентирую на что? Что в 10-11 классе мы для чего изучаем математику? Чтобы потом они продолжили свое обучение в вузе. Потому что курс высшей математики под разными названиями есть на факультетах разные направленности. Вообще всех направленностей. Практически у всех есть математика. Ну, где-то она называется там одним образом, где-то другим, но везде она начинается с определителей. И вот мои выпускники, когда они приходят ко мне, они мне говорят спасибо за то, что вот я их познакомила с таким понятием, и что им было намного легче, чем их однокурсников. Так. Вообще определители второго порядка я уже, с определителями второго порядка я уже знакомлю своих учеников в 7 классе. После того, как мы подробно изучили тему решения систем линейных уравнений, мы подробно разбираем графический способ, метод подстановки, метод сложения. Даю задания такие, что решить систему 3 способами. И потом я им показываю метод Крамера. То есть определяю понятие матрицы. Тут надо очень четко детям разграничить, что матрица – это таблица каких-то упорядоченных чисел. Вот у нее есть строчки, у нее есть столбики. И на примере системы линейных уравнений они понимают, откуда берется эта таблица. И если матрица квадратная, то у нее можно посчитать определитель. То есть это число, каким-то образом характеризующее эту матрицу. Например, а каким образом она характеризует эту матрицу, все зависит от того, откуда эта матрица взялась. Вот так как мы с вами решаем систему линейных уравнений, значит, это определитель, это число, которое помогает нам решить систему линейных уравнений. В 10-11 классе я уже даю определитель 3-го порядка,
показываем разные способы вычисления такого определителя, но упор делаю на способ разложения по элементам строки. Во-первых, он универсальный, этим способом решается определитель любого порядка. Во-вторых, когда мы пишем уравнение плоскости, то вот эти вот определители второго порядка, к которому мы переходим, это будут коэффициенты, координаты нашего нормального вектора плоскости. Так, после того, как мы потренировались вычислять определители третьего порядка, перехожу уже непосредственно к уравнению плоскости. Значит, по 3 точкам. Например, нам надо составить уравнение плоскости ABC. Мы вычисляем координаты этих точек. Затем берем точку M с переменными координатами, для которой главное условие – это принадлежность плоскости ABC. Ну, то есть получается произвольную точку M с плоскости ABC. Тогда 3 вектора. Мы выпускаем их из одной точки. Точку А мы выбираем, потом в задачке я покажу, какую точку мы считаем с хорошими координатами. Вот, 3 вектора АМ, АБ, АС должны быть компланарны. Только в этом случае точка М лежит в плоскости АБЦ. Если они не компланарны, то точка М в плоскости АБЦ не лежит. То есть характеристическое свойство такое, да, для точки М. И после того, как мы вычислили координаты этих 3 векторов, то мы получили матрицу 3 на 3. То есть мы получили таблицу, в которой есть 3 строки и 3 столбца. И условие компланарности вот этих 3 векторов – это то, что определитель этой матрицы будет равен нулю. Затем мы считаем этот определитель, раскрываем его и получаем уравнение плоскости. Причем вот эти коэффициенты А, Б и С уравнения – это координаты вектора нормального плоскости АБЦ. Кстати, о том, что коэффициенты при x, y и z – это координаты нормального вектора, это даже в учебнике доказывается. 10-11 класса. Так, вот Эва Ростиславовна написала, что есть среди нас эксперты ЕГЭ, поэтому будем ждать ваших замечаний. Теперь, когда уравнение плоскости мы научились записывать, то переходим к вычислению углов между прямой плоскостью и между 2 плоскостями. Так, рассматриваем такую схему. Для прямой мы находим координаты направляющего вектора, для плоскости нормального вектора. И тоже устанавливаем связь между углами. Альфа – это угол между прямой и плоскостью, а бета – это угол между векторами. Значит, видим, что их сумма либо равна 90 градусов, либо разность равна 90 градусов, а значит, синус угла между прямой и плоскостью равен модулю косинуса угла между векторами. И то же самое делаем с 2 плоскостями. Значит, вот угол альфа – это угол между плоскостью гамма-1, гамма-2. N1 и N2 – это векторы нормальные к этим плоскостям. И эти углы получаются либо равны, либо снова смежны. Соотношение очень похоже на соотношение для угла между прямыми. Я им так и говорю. Если вам надо найти угол между прямой и прямой, или плоскостью и плоскостью, значит, у вас косинус равен косинусу. Если вы находите угол между прямой и плоскостью, значит, у вас синус равен косинусу. Потому что для векторов мы можем только косинус находить. У нас формула для нахождения косинуса. Так. Формула расстояния точки до плоскости, как я уже говорила, выводится в самом учебнике. Там можно посмотреть. Вот она, эта формула. И посмотрим, как она работает в задаче. Значит, в пункте все тот же самый куб, те же самые точки F и K. И пункт B. Найдите расстояние между прямыми BF и B1K. Систему координат мы уже ввели. Извините, здесь я рисуночек скопировал без этих осей. Вот у нас B начало координат, вот тут оси координат. И для того, чтобы найти расстояние между скрещивающимися прямыми, нам нужно воспользоваться формулой расстояния от точки до плоскости.
Поэтому сначала мы построим плоскость, в которой лежит прямая B1К, а прямая BF ей параллель. Вот ее построение. И тогда расстояние между прямыми BF и B1К будет равно расстоянию между точкой B и плоскостью B1КП. Теперь нам надо написать уравнение плоскости. Ну вот я приводила в общем виде, сейчас привожу в таком конкретном применимом к задаче. Здесь еще хочу остановиться. На слайд у меня уже не помещалось, но вообще вот такие числа не, как сказать, ну, не очевидные, да? 3/2 для точки К еще понятно, как получается, а вот 3/4 мы с детьми обосновываем. То, что АМ параллельно БФ, значит, М середина ДД1, КП параллельно АМ, значит, П середина МД, средней линии треугольника, и значит, отрезок ДП это четверть отрезка ДД1. Это все поясняется, тут откуда взялось 3/4, ну, то есть не с воздуха падает. Вот. Ну и теперь строго по нашей схеме. Вот почему, вот удобная точка, да, вот точка B1, посмотрите, у нее, во-первых, целые координаты, ну и много нулей. Поэтому она для нас будет удобной. Во-первых, легче считать, во-вторых, вот эти x, y, z минус 3 выглядят как-то удобнее. Вот, получили определитель равный нулю, раскрываем его и получаем уравнение плоскости КП-B1. Теперь, имея уравнение плоскости и координаты точки B, подставляем формулу числа и вычисляем это самое расстояние. Так. Преимущество метода координат. Ну, минимальный набор знаний по геометрии, что имеется в виду? Конечно, все признаки, все свойства необходимы. Ну, какие признаки? Там параллельности прямой плоскости, признак параллельности двух плоскостей, перпендикулярности прямой плоскости, ТТП, перпендикулярность двух плоскостей, как находится расстояние между скрещивающимися прямыми. Все это мы изучаем в 10 классе и основательно изучаем. Но в решении задачи иногда, вот, чтобы найти расстояние даже от точки до плоскости, уж так эта плоскость неудобно расположена, и так надо увидеть сначала, как провести перпендикуляр к этой плоскости, что многие дети пасуют в этих задачах. А метод координат позволяет этот перпендикуляр не проводить. Иногда нужно найти высоту какой-нибудь пирамиды, которая развернута там каким-то тоже страшным, для детей страшным образом. А что такое высота? Ну, чтобы найти объем пирамиды, надо найти высоту. А высота – это расстояние от точки до плоскости, правильно? От вершины до основания. И координатным методом сделать это проще. То есть, на первый взгляд, ребята сначала думают, тут сильно геометрии не надо знать, можно просто посчитать. Потом оказывается, конечно, что им приходится какие-то геометрические вещи усваивать, если они не усвоены, или применять. Вот. Недостатки метода координат. Ну, прежде всего, я не применяю это на построении сечения, не представляю, как это можно применить. Ну и не даю формулу площадей в координатах. Я считаю это лишним. Вот. Еще один недостаток, который я детям всегда говорю, если вы не умеете аккуратно считать, то метод координат не для вас. То есть сначала научитесь аккуратно делать вычисления, а затем уже будем применять. Но, тем не менее, когда мы изучаем с ними метод координат, они хотя бы начинают браться за задачу по стереометрии, когда мы пишем пробники, например. Потому что чаще всего дети его пропускают. Просто геометрию сразу. Нет, это не мое. Статистика показывает, кстати, что на ЕГЭ очень малый процент учащихся решает стереометрическую задачу. У меня даже был случай, когда мой ученик решил планиметрическую задачу методом координат на ЕГЭ. Вот. Они берутся за нее. Они видят, что можно эти задачи решать, и там, где требуется геометрия непосредственно, то они начинают ее вникать, применять. То есть это стимулирует их вообще за то, что стереометрию ее можно решать и надо решать. Вот, спасибо вам за внимание. Теперь жду ваших вопросов и замечаний. Вот Мария Анатольевна Русанова. Ага, значит, на ЕГЭ можно. Отлично.
Спасибо, Мария Анатольевна, большое. Лена Яковлевна, вам тоже привет. Я хочу, вот правильно Марина Анатольевна сказала, замечательного курса. Вот мне кажется, вот возьми это все вот и работай. Уже вот все просто готово. Вот на блюдечке нам Вера Николаевна преподнесла такое замечательное. Спасибо большое. Да, может быть, в следующем кто-то возьмет за основу и еще более усовершенствует и нам расскажет. Да, это прямо спасибо большое. Я еще в заключение сказать следующее. Как мы видим, что все, и опять возвращаясь к преподаванию математики, все вопросы, они относятся к математике. В той или иной мере мы можем их использовать на уроках в обычных классах. Вот Вера Анатольевна сказала, что у нее профильный класс 6 часов. Я работаю 4 часа обычной математики, но то, что я сегодня услышала у Светланы Сергеевны, у Веры Николаевны, конечно, я буду применять в своей работе. И в заключение я хочу еще вот следующее сказать. Вот если говорить, если бы мы сейчас проводили ГМО у нас в Иркуте, то вот этими выступлениями это бы не закончилось. У нас это вот для тех, кто не знает, чем заниматься на ГМО. Вот у нас все такие важные моменты, важные темы, где мы должны уметь решать эти задачи вот быстро. У нас обязательно такое выступление заканчивается практикой. Это на решивание задач данного типа. И наверняка сегодня бы, и если бы сегодня выступала Светлана Сергеевна, мы бы решали задачи по теории вероятности. Она бы нам приготовила целые блоки, мы бы решали, почувствовали себя учениками. И у Веры Николаевны наверняка бы нам предоставила задачи на то, чтобы порешать этим методом координат какую-то задачу. Можно здесь, это вот просто как можно работать ГМО, а можно сделать, как у нас проводились, раздать решенные уже отсканированные предыдущими участниками ЕГЭ задания, найти ошибку и оценить. То есть здесь для работы ГМО много возможностей. Поэтому наши ГМО всегда интересны. На этом мы заканчиваем нашу часть. Очень рады будем к сотрудничеству с каким-либо муниципалитетом или учредителями. Будем рады слышать. И ждем, передаем эстафету какому-то городу нашей необъятной республики Коми. Я знаю, не раз видела из Усинска учителей, там много выступали они, поэтому передаем эстафетную, Иван Ильич, я не знаю, кому там передадим мы эстафетную палочку такого мероприятия, но я думаю, это очень интересно и полезно для нас всех. Спасибо вам за внимание. Иван Ильич. Спасибо большое за очень содержательное выступление. Я очень внимательно все прослушал, и теорию вероятности, и тригонометрию, и геометрию. Ну, в курсе геометрии осталось векторное произведение ввести, и у вас курс аналитической геометрии. Не геометрия будет, а вся аналитическая геометрия будет. Спасибо большое. Значит, еще раз анонс. Через неделю мы встречаемся на похожее мероприятие. Там остановимся на вопросах, связанных с проведением ВПР 2022. Ну, а через еще неделю, естественно, регулярное наше заседание очередное состоится 10-е. До свидания, спасибо всем. Значит, на страничке семинара можно найти все материалы, которые сегодня озвучивались и использовались.